Глава 8. Жамагат. Общество. Параграф 1. Ата журт. Отечество. Эр журтум деп жашар, сер журтум деп жашар. Герой живет с мыслью об отчизне, глупец о простокваше. Киши хакын татма, ата журтуңу сатма. Чужую плату не вкушай, отечество не предавай. Тойган жерден туган жер. Земля, где ты родился, святее земли, где ты насытился. Тыш жерде солтан болғаннан есе, туған жеріңде олтан бол. Будь лучше подошвой на родине, чем султаном на чужбине. Жұртын сүйген жұртта қалар. Жұртын сатхан куртта қалар. Любящий родину умрет на родине, предавший родину в сугробе. Жұртына ушамаған, адам болып пошамаған. Кто своей родине не служит, тот еще не стал человеком. Ана берген сүт білет тіл, ата берген жер білет дін. Мать дает ребенку молоко и речь, отец – землю и дух. Заботясь о выявлении и воспитании человека с благородными задатками, Кодекс говорит о важности связи человека с отчизной и народом, в первую очередь не для общества, а для самого человека, для которого разрыв с народом, а тем более предательство или вражда к нему, гибельный. Народ как-нибудь переживет все это, а вот личность нет. Народ есть то, через что индивид обретает свое неповторимое лицо, от имени которого может говорить, если ощущает себя его неотъемлемой частицей. Замечательная фраза одного из героев Андрея Платонова: «Без меня народ неполный». Поставить себя вне своего народа или не ощущать своей причастности к нему изначально означает стать маргинальной, безликой личностью, серостью. Отсюда и изречение, гласящее, что тот, кто не служит своей родине, народу, еще не стал человеком. Отечество и народ – это то, о чем следует помнить всегда, что нельзя покидать, что следует любить и защищать. Родина – туган жер, родная земля, но более употребительно ата журт, отечество, причину чего и объясняет последнее изречение. Интересно, что дары родителей имеют разную природу, но два из них ничем не восполнимы и незаменимы – молоко матери и дух отца. Их, в отличие от языка и земли, никто другой дать не может. Разумеется, в незнании своего языка и неимении своей родной земли ничего хорошего нет. Если суммировать высказывания о наследии отца и матери в разных изречениях из Кодекса, получится следующее. От отца дух, земля, путь, от матери молоко, речь, шуба. Параграф 2. Халк, эль. Народ. Халқны бойну базықты, ана была күрешкен жазықты. У народа шея толстая, кто с ним борется, жалок. Халк жандырған чырақны өчілтеме дегенні сақалы үйетілір. Вздумавшему погасить светильник, зажженный народом, подпалят бороду. Эрден оңлы болсаң да, элден оңлы болмасса. Можно стать сильнее героя, но не сильнее народа. Халқны жырын жырласаң, халк саңа эжу етер. Будешь петь песню народа, и народ тебе подпоет. Эльні ишін эр жақлар, эр намысын эль саклар. Дело народа защищает герой, честь героя оберегает народ. Эль бузулуп пошласа, эшекни эльмен етер. Когда село начинает развращаться, оно ставит правителем осла.
Элге тели деген кеси тели, эль тели деген керти тели. Кто считает народ глупым, тот сам глуп. Кого народ считает глупым, воистину глупец. Оңған еліне балалары бір-біріне батыр дәрілі. Оңмаған еліне балалары бір-біріне қатын дәрілі. Сыны благополучного народа кличут друг друга батырами, сыны злополучного народа кличут друг друга бабами. В понимании творцов кодекса родная земля неотделима от населяющего эту землю народа. Народ – нечто единое, единство, о чем говорит и буквальное значение слова «халк», древний «круг», откуда, например, и хала – нить, и халау – круглый хлебец, и калкан – щит и другие. Сравните название 3 частей казахского народа «жус» – круг, откуда и наше «жюзюк» – кольцо, перстень. Устное замечание Итилова. Если это подлинно народ, а не просто население, он должен ценить, поддерживать, защищать своих лучших сынов. Развратиться может не только отдельный человек, но и этнос. И в таком случае возможно все самое худшее. Править начинают самые бездарные и алчные, наступает разочарование в себе, преобладание ничтожеств, не имеющих уважения ни к себе, ни к другим, кличут друг друга бабами, даже не видя в этом оскорбления. Это такое состояние нации, когда, говоря словами Льва Николаевича Гумилева, слава предков кажется их жалким потомкам тяжелым непосильным грузом, ведь это требует ответственности, и они начинают отказываться от нее. Нет, это, наверное, были не наши пращуры, мы же не такие. Не плуг и молот труженика, не меч и конь героя, ни лира и песня поэта их измельчавшим потомкам, погрязшим в мелочных склоках и суете, конечно, будут не нужны. Сам народ строился так. Первое – Адам – человек. Второе – Уир – семья. Третье – Атаул – ветвь рода, ведущая свое происхождение от одного из сыновей родоначальника. Четвертое – Тукум – род, фамилия, аттук, тюк, зерно. Пятое – эль, село, аул, поселок. Шестое – тайпа, племя, аттакпа, связка. Архаичное огур, от окур, объединение родов. Племя составляло жамагат, общество. Седьмое – халк, народ, миллет, нация. Аслык национальности. Членам одного рода вступать в брак запрещалось и запрещается категорически. Вступать в брак с представителем, представительницей рода матери запрещается до 8-го колена. Параграф 3. Крал. Государство. Кралы болған құралыр, кралы болмаған уалыр. Имеющий государство обустроится, не имеющий развалится о народе. Жаныңы жалдан сақла, кралыңы жаудан сақла. Береги свою душу от зависимости, свое государство от врагов. Халк адамы халк қайғылы, крал адамы мал қайғылы. Человек народа печется о народе. Человек государства, чиновник, о наживе. Кранын сақлаған эрді, кралын сақлаған эльді. Тот, кто верен своей клятве, настоящий мужчина, герой. Люди, охраняющие и защищающие свое государство, настоящий народ. Кралын ұлқы чояр, элін сатылған жояр. Государство разрушит взяточник, народ погубит предатель. Эль бірлешсе крал болур, бірлешмесе мал болур. Сплотившись, народ станет государством, не сплотиться станет стадом. Крал башчыда ой болса,
эллигенде той болур. Если глава государства умен, в его стране будет праздник. Интересны мысли древних о государстве. Крал от курал – образовываться, обустраиваться, организовываться. Предки карачаево-балкарцев были гражданами нескольких исторически известных государств. Создавали их и сами: Скифия, Гунния, Хазария, Великая Булгария, Алания, Золотая Орда, Бешта-Тауэль, 5 союзных обществ, Берсель-Карачай, в названии звучит одно из имен Алан, Барсель, Барсул, сыны Барса, или название Алании, Барсель, страна барсов, Алан. Об активной и давней государственной деятельности свидетельствует и обширная социально-политическая терминология, и фольклор, и исторические источники. Этот опыт не мог не сказаться и в кодексе. Государство рассматривается как необходимое условие самосохранения народа в бурном меняющемся мире. Создание его возможно только через тяжелый путь к единству. Другой дороги нет, поскольку без государственной организации можно превратиться в беззащитное, разбредающееся под внешним воздействием скопище. Поэтому всемерно следует поддерживать, защищать и сохранять его. Но на это способен только народ, люди, достойные этого имени. Итак, государство как способ самосохранения и защиты от внешней угрозы – регулятор внутренних процессов. Здесь проглядывает военное устройство традиционного общества. Но кодекс, говоря о тех, кто призван заниматься всем этим, признает, что быть на высоте своего положения удается не каждому государственному человеку, чиновнику. Разлад в народную массу вносит предатель. Государство же разрушается и тоже изнутри взяточниками, которые являются государственными изменниками. Эта мысль мздоимства как измена звучит и в другом изречении. Если верный своему народу человек думает и печется о нем, то и чиновник, представляющий государство, должен был бы думать об интересах государства, но он больше печется о личной наживе и является, следовательно, изменником. Поскольку у государства по существу есть формальное объединение, выражающее в первую очередь интересы правящего сословия, то и чиновник относится к нему формально. Кодекс не отождествляет народ и государство, которое для первого является лишь одной из форм организации его жизни и представлено людьми, осуществляющими власть, и поэтому склонных смотреть на население как на средство личного обогащения и преуспеяния вместо служения ему. Показательно, что в последнем изречении говорится «если правитель разумен» и прочее. А если неразумен, то есть поглощен лихаимством, злобен, тщеславен и так далее, слово «куллукчу» – чиновник, служащий, начальник – происходит от слова «кул» – слуга, крепостной. «Куллук» – чин, служба, должность. Слуга народа становится его хозяином. Таков путь, по которому происходит полное отчуждение государства и народа друг от друга. Параграф 4. Аул-эль – селение. Жер ташсыз болмас, эль башсыз болмас. Нет земли без камней, нет селения без головы. Эльде адам қалмаса, харам киші би болыр. Когда в селе нет настоящих людей, князем становится подлый. Гелеу көрсең жер сорма, намыс көрсең эль сорма.
Увидев поле, заросшее сорняком, типчаком, не спрашивай, какова тут земля. Увидев высоконравственное поведение людей в селении, не спрашивай названия сего селения. Элде турсаң, эл адетін эт, соқырла жашаған элге кірсең, көзлеріңе джум. Живешь в селе, следуя его обычаям. Зайдя в селение, где живут сплошь слепые, завяжи себе оба глаза. Аналог: в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Кесім деген көп болса, эльні насыбы құрыр. Когда себялюбцев становится много, счастье народа гибнет. Эль бузулуп бошаса, ит иесін танымас. Когда село развращается, собака не признает хозяина. Иги эльде кеңеш болыр, аман эльде сермеш болыр. В хорошем селе советуются, в плохом сражаются. Слово «эль» в разном контексте имеет несколько значений: страна, народ, селение, люди. Известное слово «аул» применяется для обозначения небольшого населенного пункта, поселка. Язык остается верным ментальности создавшего его народа, который этичность всегда ставит во главу угла. В этом случае, как и в других, бросается в глаза категорическое требование к объекту соответствовать своему имени или названию. Если в селении беспорядок, люди неуважительные, лживы, часты ссоры и раздоры, соседи говорят о нем «эльдеп тюльдө». Это не селение, как могут сказать и о народе. Причины ясны. Каждый занят собой, нет настоящих людей, думающих об общем благе, стремящихся объединиться для достижения общей цели. Некому возглавить село, или его жители развратились и не допускают к власти достойных, а правят ими самые алчные, низкие и наглые. Образное выражение «собака не узнает, не признает хозяина» означает высокое и низкое перепутанный, перевернутый. Типы поселений: журт – деревня, поселение, населенный пункт; аул – небольшое село; эль – селение; кабак – укрепленное село; кала – поселение, имеющее крепость или башню, город; шахар – город; ара-шахар – столица. К примеру, Қарт-жұрт қарачайна ара элі. Параграф 5. Төре. Суд, совет, закон. Төре айтырықны білмесең, салып төреге барма. Не зная, что скажет суд, в судилище не ходи. Талай была талашма, төре бля даулашма. С множеством не борись, с судом не спорь. Төре кескен бармақтан оймақ толы қан шықпас. Из пальца, отрезанного по решению төре, не вытечет и наперстка крови. Жут кишіні төреге сайлама, сайласаңа қайнама. Алчного в төре не избирай, а избрав не возмущайся. Би төреден қорқады, төре тейреден қорқады. Князь боится төре, а төре боится тейре. Эл бір-бірін ашай, төре да улхубла жашай. Люди поедом едят друг друга, а төре живет взятками. Төреде түзлік болса, тейреде низам болур. Если в төре будет правда, в округе будет порядок. Тейлиге төре жоқ. Для дурака законов нет. Төреден қорқмада, төрешіден қорқ. Не бойся закона, бойся судьи. Келечіге жас тіл керек, төрешіге бас тіл керек. Сватам нужна речь иносказательная, а судье речь уверенная. Адеттен шыққанны құлағы кесселер. Нарушителю обычая ухо отрежут.
Бір шагат түйілді. Один свидетель не свидетель. Старейший и достойнейший из таубиев, князей, носил звание Оли, писал в 1911 году Месост Кючукович-Абаев, и он правил всем народом. При нем существовали народный суд и судилище под названием Тюре. В этом суде заседали представители от таубиев, уздений и при разборе крестьянских дел и от чагаров, крепостных. И в нем разбирались и решались окончательно все гражданские и уголовные дела, словесно и утверждались олием на словах же. Но долго сохранялись и традиции периода военной демократии. Месост Кючукович-Абаев пишет далее: «Для обсуждения особо важных вопросов, и в особенности тех случаев, когда кто-нибудь из таубиев начинал выходить из повиновения, Оли сзывал на сход все население и предлагал народу решить вопрос. И решение народа моментально приводилось в исполнение». Власть и влияние Тюре были велики, о чем и свидетельствует первый балкарский историограф. В случае возникновения новых вопросов, не предусмотренных адатами, Тюре устанавливал новый обычай, так что этот суд одновременно являлся и законодательным учреждением. В это судилище обращались за разрешением более или менее крупных юридических вопросов по судебным процессам жителей и других обществ. Бывали и такие случаи, когда являлись в Тюре жители Карачая и Дегории. Несмотря на то, что Тюре в эпоху военной демократии, собраний свободных мужчин племени, позже законодательно-судебные выборные органы, в каждом селении избирались всем свободным населением. Оно осуществляло власть и большей частью ассоциировалось с князьями. Но столь же часто князья и Тюре конфликтовали, а Большой Тюре, Уллу-Тюре, включавший в себя представителей всех обществ, мог и сместить князя. Выборы не гарантировали того, что в Тюре будут избраны только достойные доверия люди, или что они не поддадутся искушению принять взятку. Поэтому отношение к этому органу двойственное. Одному составу или судье верят, другому составу или судье нет. Карачаево-балкарская народная юриспруденция была разработана весьма детально. К сожалению, она пока ждет своего исследователя. Об этом говорит, например, развитая терминология «суд». Русское «суд» происходит от этого термина. В проформе «сюсь» – анализ, рассмотрение. «Сюды» – судья. «Тюречи» – член тюре, судья. «Арам» – шагат – свидетель. «Таджи» – шагат – очевидец, свидетельство которого по закону приравнивалось к показаниям двух человек, не бывших очевидцами случившегося. «Айрахчы» – «айгакчы» – доказчик, следователь. «Өкүл» – «жакчы» – защитник. «Бегеул» – судебный пристав. «Мартазак» – стражник, полицейский и так далее. Перед оглашением приговора ударяли в литавры да урбас. Интересно, что эта традиция дожила до 20-х годов прошлого века в народных судах, но заменилась выстрелом из ружья. Последние два изречения помещены здесь для примера. За нарушение некоторых законов и обычаев виновному отрезали ухо. Поэтому шаловливому мальчишке и сейчас шутливо грозят: угомонись, а то ухо отрежу. Свидетельство только одного человека Тюре в расчет не брал. Слово «тюре», наличное и в других тюркских языках, в карачаево-балкарском имеет значение «законодательное собрание», «закон», «обычай», «суд». Происходит термин, вероятно, от «тюр» – почетное место в доме, возвышение,
Сравните обращение в нынешних судах. Высокий суд. Параграф 6. Оноу. Власть. Оноу саны 100 болар, 3-тен 1 түз болар. Указов может быть и 100, из них верной будет 1/3. Иги оноучу халқын ұйытыр, осал оноучу халқын ұлытыр. Хороший правитель успокоит народ, плохой правитель заставит его взвыть. Дели кеше ақыл үйретмесін, қорқақ кеше оноу этмесін. Пусть глупец не наставляет, а трус не правит. Жасақ мордасын білген оноучу, аннан шықса тоноучу. Знающий меру подати правитель, не знающий грабитель. Оңсызға оноу жетмес, оңлудан оноу кетмес. Слабому власть не достается, от сильного не отходит. Ақыл ойсундырыр, күч бойсундырыр, ум заставит думать, сила подчинится. Оноусыз еліне мүлкі тонуға қалыр. Имущество безвластного народа обречено на разграбление. Оноу сүйген оңлы болсын, түйілесе моңлы болсын. Желающий власти пусть будет сильным, если нет, пусть будет имущим. Кесіне оноу ете алмаған, еліне оноу етмес. Не умеющий владеть собой не сумеет править и народом. Взгляд на сущность власти отражен уже в самом термине «оноу», образованном от «он» — сила, возможность, способность к какому-либо делу, действию. Власть — это сила и способность управлять обществом, в котором всегда найдутся недовольные тем или иным решением. Кодекс проявляет во взгляде на нее полную трезвость и нисколько не обольщается на ее счет, поскольку высказывает точку зрения не правящего слоя, а народа. Отмечая, что очень многое зависит от личных качеств правителя, но при этом говоря не о добром или злом правителе, а о хорошем, то есть делая акцент на пригодности к осуществлению власти, Кодекс говорит и о том, что большая часть указов будет несправедливой, опять-таки с точки зрения народа. Какими же качествами должны обладать правители в первую очередь? Это воля, чувство меры и ум. По простой причине поступки и решения правителя должны быть обдуманы, взвешены. Но на всех не угодишь, и не все подчинятся сразу, да и нужно сначала добиться признания окружающих, многие из которых охотно заняли бы то же место. Вот для этого и нужна сила, воля, самообладание. Если же их нет, можно заменить силу богатством, купить себе власть, но тогда уже речь идет не о настоящем прирожденном лидере. В нормально функционирующем обществе слабым людям власть не достанется. Поэтому указаны в других изречениях 3 человека, абсолютно непригодных для управления народом: трус, глупец и грабитель. У одного нет воли, мужества преодолеть свой страх, у другого нет ума, что Кодекс определяет как способность отвергать иллюзии, не заниматься самообманом, но он обязан иметь и не менее нужное качество – чувство меры во взимании податей. Такой человек ценит власть саму по себе, для движения к большим целям, а не видит в ней лишь средства обогащения. Это означает, что он является государственным деятелем. Превышение меры, наоборот, показывает, что над народом властвует не правитель, а простой уголовник, награбленным добром утоляющий аппетиты своих приближенных, иначе он останется один.
В изречении, как часто и в других, рифмуется почти полное созвучие этих слов «о научу, то научу». Мисост Кучукович Абаев дает такую несколько идеализированную, но все же верную картину отношений между сословиями. Верную, поскольку и в народе до сих пор сохраняется уважение к памяти многих князей, думавших не только о себе, но и о благе нации. Народ не был угнетен, так как высшее сословие относилось к нему гуманно, благодаря чему до сих пор сохранились довольно хорошие отношения между сословиями. Поэтому горцы были довольны своей жизнью и имели досуг для того, чтобы устраивать народные веселья, танцы на открытом воздухе и игры, в которых принимали участие взрослые люди, даже старики и старухи. Но теперь, вследствие различных жизненных условий, эти народные увеселения вывелись, и жизнь горцев стала однообразнее и скучнее. Параграф 7. Хан Оли, старший князь. Жан Блакан Берде, Тейры бля хан Берде. Душа и кровь одно и то же, Тейры и хан одно и то же. Қарны башын қар алыр, ханны башын хан алыр. Снег покрывается снегом, над ханом восседает другой хан. Ханны билеге кесене сыйды. Власть хана — почет для него же. Атын аяған хан алмас, кесін аяған хан болмас. Жалеющий коня кровь не взыщет, жалеющий себя ханом не станет. Оли қалқучу болса, или жұқучу болыр. Если Оли любит дремать, его народ будет сонливым. Оли эльге тамата, эль Олиден тамата. Оли старший над народом, но народ старше Олия. Би көп болса, дау көп болыр. Хан көп болса, жау көп болыр. Много князей, много и споров, много ханов, много и врагов. Эллі жылдан атламаған, эльге оно ет алмас. Кому не за 50, народом управлять не сможет. Хан была халқы, и не бля халы. Хан и его народ — игла и нить. Хан, в карачаево-балкарском понимании этого титула, являлся правителем области или даже государства. То есть семантика этого титула неустойчива, в отличие, скажем, от значения других терминов: би, князь, султан, султан, правитель большого государства, кайсар, падшах, император, царь, тюрк-падшах, турецкий падишах, орус-падшах, русский император, рум-кайсар, византийский император и тому подобное. Хан Оли, старший князь, мыслится образом Тейры на земле, его наместником, конечно, в идеале. Воссесть над ханом может только другой хан, более сильный, но непременно происходящий из ханского рода. Власть — это почет, который он ни с кем разделить не может. Ханов не должно быть много, иначе начинаются раздоры, борьба. И побеждает в ней тот, кто готов на самый большой риск, кто отдает всего себя, не жалеет себя, доказывая, что власть для него самая желанная. Народ, конечно, волей или неволей подчиняется хану, но и тот должен понимать, что народ мудрее, старше его. Власть требует огромного опыта. Молодому человеку трудно держать бразды правления. К тому же, получив власть молодым, хан вынужден будет набираться опыта в ходе правления, наделав ошибок, а они народу обходятся дорого. Указание конкретного возраста — всего лишь игра словами, использование созвучия «эль» — народ, страна и «элле» — 50.
Как и князья, Оли считался в первую очередь военным предводителем. Месост Кучукович Абаев пишет: «Каждый мужчина из таубиев, уздений и мчеков, княжеских воспитанников, должен был иметь оружие и коня, и по первому призыву Олия явиться готовым к походу и войне с неприятелем. А в мирное время мужчины упражнялись в стрельбе, верховой езде, борьбе и играх на открытом поле». Термины, обозначающие положение власть придержащих в иерархической лестнице, вполне устойчивы и имеют определенное значение. Первое – эльмен, элемен, правитель села, старшина. Второе – би-генас, правитель общества, племени, но иногда и одного селения или поселка. Третье – мрза, знатный князь, сын хана, поставленный им на княжение. Четвертый – Оли, верховный князь, глава федеративного объединения, фактически хан. Пятое – хан, глава области или государства, размеры которого строго не определяются. Шестое – султан, глава крупного государства, царь. Седьмой – падчах, царь, император. Лицо, называемое бачама, сюда не относится, так как обозначает или предводителя войска, аскер бачама, или народного вождя, халк бачамаса, харизматическую личность. Параграф 8. Библия биче. Князь и княгиня. Кул керилип калар, би урубалар. Холоп только-только замахнется, а князь уже мгновенно нанес удар. Бийни киеми ак, айтхан сөзі омак. Одежда князя бела, речь красива. Чынты бей адет бузмас. Истинный князь традиции не нарушит. Бий бергенин сыйырмас, князь подаренное не отнимет. Бийны сөзі төрелі. Слово князя подобно закону. Эль білгенні білмеген эльге билегет алмаз. Кто не знает того, что знает народ, княжить не сумеет. Бийны сөзі сөз болсын, оны улаға тез болсын. Кешелігі өті болсын, ақылы беті болсын. Пусть слово князя будет твердым, пусть на решение он будет скор, пусть имеет мужество и смелость, имеет ум и честь. Чынты биче саби көрсе чығарып сауға берер. Истинная княгиня, увидев ребенка, непременно одарит его. Чынты биче арютелле. У истинной княгини ласковая речь. Бичені сые биик, честь княгини высока. Одно из именований князей – Тауби, горский князь. Приведем мнение писателя-эмигранта Константина Александровича Чхиидзе, оставившего книгу воспоминаний «Страна Прометея», в которой он с большим дружелюбием и теплом пишет о балкарцах и кабардинцах, среди которых у него было много друзей и знакомых. Балкария не была покорена. Она добровольно, хотя и в силу очевидной необходимости, признала власть белого царя. Это существенно отразилось на психологии населения Балкарии, особенно же ее высшего слоя таубиев. В то время как остальные народности Кавказа, признав над собой русскую власть, старались приблизиться к русским и хотя бы в некоторых отношениях походить на них, балкарские таубии смотрели на себя как на равнодостойных участников общеимперской российской жизни. Правда, они совершенно не знали этой жизни, но это не мешало им чувствовать себя вполне самостоятельными. И в самом деле, ведь психологии побежденных у них не было и не могло быть.
Эта черта самочувствия балкарских таубиев сказалась, между прочим, в том, что в то время как, скажем, кумыцкие или кабардинские феодалы, а ранее того грузинские, меретинские, кахетинские и другие, с удовольствием и радостью переименовали себя на русский лад в князья, балкарские таубии отказались от такого переименования и настояли на том, чтобы им и впредь называться именно таубиями, а никак иначе. Здесь многое верно. Но причины независимого поведения балкарских князей были гораздо глубже. Еще раз процитируем Мисоста Кучуковича Абаева: «Этот народ, несмотря на свою немногочисленность и неудобство занимаемой им земли, сумел сохранить независимость и самостоятельность до покорения Кавказа Россией». Константин Александрович Чхеидзе не прав и в своем утверждении в той же книге, что ни кабардинцы, ни балкарцы в русско-кавказской войне не участвовали. На Северном Кавказе народов, не принявших в той или иной степени участие в этой войне, вероятно, нет. Балкарцы вместе с кабардинцами, карачаевцами и дегорцами сражались с отрядами генерала Глазенаппа в 1804 году на реке Чегем, затем с отрядом генерала Булгакова в 1810 год. По Балкарским ущельям войска Ермолова совершили рейд в 1822 году. В результате, как пишут Тибуев и Хатуев в своей книге «Очерки истории Карачаева-балкарцев», которую я настоятельно рекомендую читателю, к этому времени, после нескольких опустошительных походов, Кабарда была разгромлена, а выходы из балкарских ущелий заперты 8 военными форпостами-крепостями: Каменный мост, Баксан, Чегем, Нальчик, Мечетка, Урвань и 2 укреплениями: Черек и Урох. Балкарские таубии, упреждая новое вторжение, вместе с дегорскими князьями в 1827 году подали прошение о принятии в российское подданство. Вместе с дегорцами балкарцы пришли на помощь карачаевцам и участвовали в сражении с войсками генерала Эммануэля в 1828 году в местности Хасаука. Окончательное присоединение Балкарии было утверждено Николаем I в 1852 году на приеме балкарских князей в Петербурге. Карачай вошел в состав России в 1855 году. Мисос Кучукович Абаев пишет об этом. В 1852 году по высочайшему повелению была послана на казенный счет депутация из таубиев в Петербург государю-императору Николаю Павловичу. Депутация эта, между прочим, просила государя о присвоении им старинного их звания таубиев, что значит в переводе «князь гор», и относительно прав таубиев на земли. Депутаты были произведены в офицеры с назначением им пенсии от государства. Последствием просьбы депутации, между прочим, был высочайший приказ о присвоении высшему сословию балкарских горских обществ звания тауби. Причины такой настойчивости балкарских князей в стремлении сохранить свой титул неясны. С тех давних пор карачаево-балкарцы ни разу не изменили взятым на себя обязательствам, сознавая себя неотъемлемой частью огромной страны. Параграф 9. Жалганби. Мнимый князь. Рахатлыкта би кыйын күнде чи. В дни покоя князь, в трудный день слаб, сырой. Болумлу би үлгілі, болумсыз би күлкілі, деятельный князь пример, бездеятельный посмешище. Коркак биге құл сыйы, трусливому князю почет холопа. Бийны чиі терк чығар, пороки князя выявляются быстро. Эшек мақтанып, ат бұламен бір атауылданбыз дейді. Иги тұқымыны бетін жойғанға айтадыла.
Осел, похваляясь, говорил: «Я и конь от одного предка», о человеке, позорящем свой славный род. «Жаңғыз терек бау болмас, жаңғыз кеше би болмас». Одинокое дерево садом не станет, одинокий муж князем не станет. Аман бейне аузу аман. У плохого князя скверная речь. Би сөзіннен белгілі. Князь узнается уже по речи. Бейні билеги керек күнде білінір. Достоинство князя познается в опасности. Князь Би Тауби в иерархической лестнице стоял ниже хана, Олия, старшего князя. Это правитель общества или даже одного селения, во втором случае его именуют Эльмен. В Балкарии и Карачае княжеских фамилий, их родословные восходили к нескольким предкам: Басият, Минболат, Бекмырза, Бердиби и другие, было относительно немного, не более 2 десятков. Интересно, что 2 фамилии, Сююнчевы и их ветвь Урузбиевы, возводили свое происхождение к вещему Галым-хану, потомку самого Чингисхана. Достоинством Олия обладали к моменту присоединения к России только Крымшамхаловы, правители Карачая. Кодекс различает истинных и неистинных князей, то есть прирожденных лидеров и тех, кто пытается казаться ими. Князь должен знать больше других, быть решительным, умеющим быстро принимать решения, мужественным, умным, деятельным, дорожить своей честью. Тогда его слово, подобно закону, непререкаемо. И снова мы видим, что кодекс не питает никаких иллюзий насчет власть придержащих и самой природы власти. Князь — это слишком заметная фигура, он всегда на виду, и его недостатки выявляются быстро. Таким сильно снижающим или вовсе лишающим авторитета пороком была, например, жадность. Другим признаком, по которому судили о достоинстве князя, его речь. Если она не сдержанна, груба, нужно говорить о плохом, неистинном князе. В отдаленные, бурные, опасные времена от князя зависело слишком многое, чтобы терпеть во главе племени или народа человека, не наделенного нужными качествами. За недостойное поведение, насилие, трусость, жестокость, ошибки в управлении и тому подобное его, согласно решению Большого Тёре, могли изгнать, могли и лишить княжеского сана. Такой случай, например, описан в древней песне о Бинёгере. Или даже истребить со всем его родом за особо тяжкие преступления. Князья долго боролись за отмену этого права Тёре, вплоть до XIX века. О том, что князь должен был до мелочей придерживаться правил этикета, говорить и не приходится. Это разумелось само собой. Возможно, бывали краткие периоды безвластия. Князь умер бездетным, или была эпидемия и тому подобное, когда вопрос о том, кто возьмет власть, решался с помощью силы. И в одиночку, не опираясь на помощь дружины или рода, это сделать было невозможно, о чем и говорит изречение. Княгине кодекс каких-либо особых функций не придает и особых требований не предъявляет, отказывая ей только в праве на грубость. Но княгини, которые соответствовали народным представлениям о достойном поведении и о высоких нравственных качествах супруги правителя, пользовались огромным авторитетом. Слово «би», вероятно, означало «высокие», «высокопоставленные», откуда и слово «биик» – «высокий», «высота», «высь». В общем смысле для обозначения аристократии применялись термины «аксюек», по народной этимологии «белая кость». На самом деле это искаженное «ахшиок» – «хороший род», или «аксиок» – «белый род». Слово «сиок» в значении «род» сохранилось, например, в алтайском языке. «Схылты» – «аристократ».
откуда и искаженное название царских скифов, предков карачаево-балкарцев, у Геродота сколоты, сколты, басият и так далее. Простонародье именовалось Кара-халк, черный народ. Хан, возможно, стяжение из Хакан, император, царь, от Хак-кан, истинная, чистая кровь. Параграф 10. Библия Эль. Князь и народ. Би көзіне қарама, не живи надеждами на князя. Би бергенні көзіне бақма, не дожидайся подарков князя. Биде кечим жоқ, князь прощать не станет. Би өзденге тиянар, өзден биге инанар. Князь опирается на узденя, уздень верит князю. Библия турган бикеллі. В приближенном князя княжеский дух. Библия түйішсең, қолу бұлада улашма. Поссорившись с князем, не спорь с его холопом. Би олтрубайтыр, өзден тұрып, кеңеште қарт түйілесі. Князь говорит сидя, уздень стоя, если не стар на совете. Би қылықтан адет оңлы. Обычай сильнее княжеского нрава. Би қысталыр, адет қалыр. Князь изгонится, обычаи останутся. Би улуна өзден адет. Княжескому сыну узденское воспитание. Несмотря на готовность всячески поддержать и возвысить истинных князей, народ твердо помнил и о своих правах, достоинстве, чести. Конечно, князь стоял в иерархии гораздо выше уздений, дворян и свободных общинников, что выражалось и во внешнем виде. Только князь одевал белую черкеску, акчепкен, красные сапоги, кызыл чурукла и ездил на белом коне. Подчеркивалось во взаимоотношениях и прочее. Даже количество газырей на чекмене говорило о принадлежности к определенному сословию. Раб имел на своем чекмене 6 газырей, крепостной 10, уздень 14, князь 18, Оли, старший князь, 22, по сообщению поэта Магомета Мукаева. Конечно, ни у кого не было такой широкой груди, на которой могло поместиться 22 газыря. Просто у князей и олиев газыри были тонкие, изящные, выточенные из серебра или из слоновой кости. Уздень не мог что-либо передать князю через кого-то и обязан был прийти в его подворье сам. Но княжич получал узденское воспитание. В этом и уздень, и будущий князь были равны. Князь не имел права нарушать обычаи, введенные не им, а тем более отменять их или заменять на другие. Наоборот, одним из признаков истинного князя являлось его строгое следование традициям. Не руководствовался ли великий Кезим положениями кодекса, когда писал свое произведение «Нам нужны такие князья»? Народные обычаи сильнее правителей, их капризов и желаний. Если народ остается народом, не превращается просто в серую, покорную, бездумную массу, или пока его не превратят в таковую. Но карачаево-балкарские уздени, потомки воинов и жрецов, никогда не были бессловесным скопищем. Для них слово «өзден» всегда означало «свободный». Параграф 11. Бийсыя. Честь князя. Би айтханга мадар жок. Волю князя не выполнить нельзя. Эльмен айтты, эль айтты. Что скажет эльмен, то скажет и село. Адет бірда сый башха. Этикет один, да почет разный. Князю один, узденю другой. Биге жұмышың болса, арбазына кесің бар. Сабины ерге жарамайды.
Если у тебя есть дело к князю, ступай на его двор сам, посылать подростка было нельзя. Бийны жері төр, место князя на возвышении. Бийны тою, эльны тою, эльде болған эрке шар жиылады. Пир князя, пир всего селения, приходят все мужчины в селении. Бий таяғын жерге қақса, оноу биткенге сана. Когда князь ударяет посохом в землю, значит, решение им уже принято. Волю князя не выполнить было нельзя, и не потому, что его боялись. Уздени высоко ценили свое достоинство и никому не позволили бы себя унизить, ни князю, ни даже хану, но непослушание внесло бы разлад в жизнь общества, началась бы неразбериха. Распоряжения Олия беспрекословно исполняли все, не исключая и таубиев, и уздений, и так называемые бегеули из простых людей. Это рассыльные глашатаи, пишет Мисост Кучукович Абаев. Кодекс в отношении правителей разного ранга не употребляет слова «добрый», «человечный» и прочие. Он требует от князя только то, что возможно требовать от человека, осуществляющего власть. Нельзя не выполнить его волю еще и потому, что князь такого своевольства не простит, и кодекс его не осуждает, явно придерживаясь принципа единачалия. Эта же позиция четко и недвусмысленно высказана и в нардском эпосе. Можно сказать, что и в эпосе, и в кодексе царит монархический дух. И, конечно, каков князь, таков и приближенный. Считалось необходимым для решения важных вопросов собирать на совет самых достойных и разумных людей, где князь играл роль председателя. Знаком, показывающим, что он выслушал все мнения и принял решение, был удар посохом о землю. Сидеть на таких советах имели право только князь и старшие. Юноши слушали стоя. Следует отметить, что из аристократической среды вышли многие выдающиеся представители просвещения, науки, литературы, искусства. Главным символом, знаком, графически выражающим образ карачаево-балкарского мышления, является круг с точкой в центре. Более поздняя модификация в ромбе, вписанном в круг. Истинный правитель, Оли-хан, и является той самой точкой в круге, хал, в народе халк. Параграф 12. Керті өзден. Истинный уздень. Халк өзеге өзден урлық. Ядро народа узденское семя. Күн өзеге от, өзден өзеге өт. Суть солнца — огонь, суть узденя — смелость. Қара кеші антына өлмес, өзден антын унутмас. Қара кешей клятве не изменит, уздень свою клятву не забудет. Керті өзден нарт кебек, чаришхе барлығат кебек. Истинный уздень подобен нарту и коню перед скачкой подтянут. Өзден қайры деп сормас, нек деп апчымас. Уздень не спрашивает куда, не теряется, спрашивая зачем. Өзден сүйген көк чепкен. Уздени любят серые чекмени. Өзденні экин өгері, минген аты была эгері. У узденя два товарища, верховой конь и гончий пес. Керті сөзні өзден айтыр, жашырмайын көзден айтыр. Правду скажет уздень, скажет не скрывая в глаза. Өзденні ашы была ойнаған, башы была ойнар. Кто пренебрег угощением узденя, тот пренебрег своей головой. Өзденні сөзі эки, хау не уғай. У узденя два слова, да или нет.
Өзден өлсе оқ тиіп, смерть узденя от стрелы, пули. Параграф 13. Аман өзден, плохой уздень. Тамған суучық кезлеу түйіл, қызғанч адам өзден түйіл. Капающая вода не источник, скупой человек не уздень. Иги өзден жыр қайғылы, аман өзден чыр қайғылы. Хороший уздень думает о песне, плохой уздень о наваре. Аман өзден жолда табылыр, аңға түбегенне эшіге жабылыр. Плохой уздень обычно на дорогах, кто с ним встретится, пропал, он разбойничает. Осал өзден жұмуш сақлар, биіктен. Плохой уздень ждет поручений, князя. Өзден қаны болмаған, атын баудан чығармас. В ком нет узденьской крови, коня из конюшни не выводит. Жалған өзден элин сатар, лже уздень свой народ предаст. Қорқақ өзден құлдан аман, трусливый уздень хуже холопа. В социальной иерархии уздени стояли ниже князей и составляли основную массу народа. Ниже их стояли крепостные, жасақчыла, и домашние рабы и рабыни, казакла, каравашла. Сословное деление карачаево-балкарцев было довольно сложным, поскольку эти 4 сословия внутри себя имели еще и другие подразделения, но этот вопрос вне нашей темы. Такое понимание стратификации общества выражено в работе Месоста Абаева, автора очень компетентного, но осветившего этот вопрос лишь мимоходом, поскольку тема его известного очерка «Балкария» 1911 год была иной. Уздени делились на 3 категории. Дворяне, именуемые по-разному Агъөздели, белые уздени, Сарма-Өздели, почтенные уздени, Улло-Өздели, большие уздени, Каракиши, истинные мужи, и свободные общинники, которых именовали Кара-Өздели, черные уздени. Но вторые не считали себя ниже первых. Да и никаких привилегий у белых узденей не было. Все они, вероятно, были потомками дружинников, воинов-профессионалов. Следует отметить некоторую путаницу в сословной терминологии. Например, некоторые авторы считали Каракиши следующим после белых узденей сословием, но, с другой стороны, первый балкарский историограф Месост Кучукович Абаев всех узденей именует Каракиши. Истина, вероятно, находится посередине. По сведениям Николая Гробовского, в Балкарии, например, в год освобождения от крепостного права было около 4700 Каракиши. Они являлись свободными людьми, но не имели своих участков. Частная собственность на землю у карачаево-балкарцев была с давних времен, поэтому считались арендаторами княжеских полей и покосов. Об этом и говорит Николай Гробовский. Зависимость каракишей была исключительно поземельная. Прибавим к количеству каракишей число крепостных кулов, около 2700, получается 7400. Вычтя это число из общей численности тогдашнего населения Балкарии, 10100, карачаевцев в этот же период было около 14 тысяч человек. Получаем цифру 2700 человек, в которые входили и князья, и рабы, и первостепенные уздени, владельцы земельных угодий. Рабов и рабынь, казак, караваш, много быть не могло, в них просто не было особой необходимости. Нельзя поэтому видеть в них сословий, как и в духовенстве.
Не могло много быть и представителей аристократии, потомков древней жреческой касты. Вероятно, большую часть из указанных 2700 человек составляли белые уздени. С учетом сказанного, пореформенная стратификация представляется в следующем виде. Первое. Князья и представители княжеских фамилий. Второе. Большие уздени. Третье. Каракиши и черные уздени. Четвертое. Кулы. Вполне возможно, что Месос Табаев мимоходом высказал сведения о посословном делении общества в более ранний период истории, когда число рабов было больше, а все уздени именовались каракиши, истинные мужи, то есть больших уздений еще не так много, чтобы выделять их из общей массы свободного населения. Наличие у последних своих земельных участков говорит о том, что они, скорее всего, получали их от князей за какие-то заслуги, как и позже, то есть увеличиваясь в числе. До начала принятия ислама, возможно, было гораздо более многочисленным и жречество, если судить по дошедшему до нас огромному фольклорному наследию, в создании которого самую активную роль играло именно жречество. Возможно, стратификация тогда выглядела по-другому. Первое. Князья и представители княжеских фамилий. Второе. Чанка, потомки князей от неравных браков с узденками, потомков князей от крепостных и наложниц-рабынь. Каракатан, называли тума, помесь. Третье – жрецы, машак, карамашак, байчи, шаман, куртха, топче, камче. Четвертое – большие уздени. Пятое – каракиши. Шестое – кулы, крепостные. Седьмое – рабы. В давние времена, в эпоху господства тенгрианства, жрецы стояли выше всех, и князья являлись одновременно и жрецами, совмещая духовную и светскую власть. Возможно, предложенная нами стратификация общества имела место уже в государстве Алания, где над князьями возвышался царь. После разгрома Золотой Орды Тамерланом и геноцида, учиненного им в Алании, общество вернулось к более простому устройству, а на месте Карачаево-Балкарского государства появились отдельные княжества, общества, связанные друг с другом в некое подобие конфедерации. Вновь возникли органы периода военной демократии, тюре. Теперь уже законодательно-судебные, а не просто собрание всех свободных мужчин. Впрочем, подобная форма волеизъявления тоже имела место в особых случаях. Алания, страна Карачаева-Балкара-Дигорцев, возродилась в XVII веке, превратившись в крупное централизованное государство. Как свидетельствовал турецкий путешественник Эвлия Челеби, это государство, которое он именует Тауистан, имело правителя и содержало 14 тысяч воинов. Это очень много для тех времен. Обладало развитой экономикой, граничило с Дагестаном, Грузией и владениями русского царя. Судьба Тауистана в начале XVIII века неясна. Возможно, государство погибло в результате каких-то трагических событий. Кодекс чрезвычайно внимателен в обрисовке образа настоящего узденя, в перечислении достоинств, которыми он должен обладать. Это и мужество, и всегдашняя молодцеватость, подтянутость, прямая открытая речь, безусловная верность клятве, своим товарищам и товариществу, забота о посмертной или прижизненной славе, верность традициям и, конечно, щедрость,
простая, материальная, если разбойники обжора все же названы плохими уздениями, они могут еще осознавать свое поведение как неподобающее, то скупой человек вообще не уздень, как и малодушный. Самой достойной смертью для истинного витязя узденя считалась смерть на поле боя, причем даже не от кинжала или сабли, что означало бы проиграть в единоборстве или быть заколотым, как животное, но пасть именно от стрелы или от пули, сражаясь стоя, чтобы не быть пристреленным. Это признавалось наилучшим концом и для князя. Как и уздень, перестав участвовать в набегах, он признавал свою старость и слабость, что для узденя считалось недопустимым. Такое отношение к смерти и понимание своей роли ярко отразились во многих историко-героических песнях, например, в песне «Чөпелеу Загоштоков», «Бекмурзай Кайсын» и других. Суть истинного узденя – суть воина. Мужество не должно было покидать его никогда. Если его неожиданно вызывали, будь то знакомые или незнакомые люди, в любое время суток, он молча собирался и ехал. Он не имел права отказаться от поединка или от участия в набеге по призыву князя, не выйти по тревоге на оборону селения и так далее. Не случайно призыв гласил: «Анты болган кара киши атланығыз», истинные мужи, имеющие клятву, по коням. Разумеется, это не означало, что уздени не занимались обычным трудом. Именно их труд и обеспечивал благосостояние общества, поскольку они и составляли основную массу. Зависимое население во время освобождения от крепостного права на Кавказе в 1866 году составляло приблизительно 30%. Слово «өзден», вероятно, от «өсь» – «сам», «свой», «самостоятельный» или «исконный». Его синоним «антыбар», имеющий клятву, в противоположность «анцис» – бесклятвенный, ныне бранное слово, означавшего людей из зависимых сословий, воинских посвящений не проходивших и присягу не принимавших. Параграф 14. Кул. Холоп. Құлны көлі қорғашын. Душа холопа свинцовая, слабая. Би аманы именчек болыр, құл аманы эринчек болыр. Худший из князей робкий, худший из холопов ленивый. Кесіңнен тумай ул болмас, сатып алмай құл болмас. Нерожденный от тебя не сын, не купленный тобой не холоп. Аман айланырға тул уста, аман айтырға құл уста. К разврату склонны вдовы, к свернословию холопы. Құл башха, жалчы башха. Холоп одно, батрак другое. Құл кесіне би тапқынчы жанына тыншылық келмес. Пока холоп не найдет себе господина, в его душе покоя не будет. Жалынчақ өзден құлдан аман. Заискивающий уздень хуже холопа. Құлны биетсең, анасын қарабаш етер. Возведи холопа в князья, он свою мать в рабыню обратит. Отличие между свободными и крепостными заключалось вовсе не в количестве имущества. Некоторые кулы были богаче многих уздений, но кулы не давали присяги и не ходили в набеги или походы. Поэтому не обязаны они были и вставать на защиту села в случае нападения, если не делали это добровольно. Но порученный им скот они охраняли от набежников с оружием в руках вместе с батраками. Сословие зависимых крестьян в Балкарии и Карачаеве
образовалась частью из купленных у других владельцев, частью из захваченных в плен во время набегов. Это было чисто трудовое население, поэтому никто к ним по поводу их занятий претензий не имел, и никто их не презирал. Слово «кул» стало нарицательным, обозначало человека невоспитанного, неотесанного, готового обидеть или оскорбить слабого и так далее, по той, вероятно, причине, что нравы в их среде были проще, грубее, да и зависимое положение не предполагает особого уважения к тому, кто находится в таком же положении. Разумеется, не все кулы были столь примитивными, как и не все уздения и князья соответствовали представлениям об истинных уздениях и князьях, что неоднократно подчеркнуто в кодексе. Переход зависимых в узденское сословие был невозможен даже при наличии особых заслуг. Причина, видимо, в том, что народ верил в силу наследственности, считая, что кул в большей или меньшей степени сохранит наклонности своих предков. И это, во-первых, а во-вторых, он не смог бы переменить род, который оставался в зависимости. Можно привести случай, произошедший в одном из балкарских ущелий. Во время набега на Сванетию балкарцы захватили и угнали с собой несколько человек. Среди них был и юноша, почти подросток. При разделе добычи он достался одному из набежников, человеку весьма крутого нрава, который решил сделать из него домашнего раба, казак. Через некоторое время юноша бежал, но был пойман и избит. Он бежал и во второй раз, был снова пойман и избит. А вдобавок хозяин лишил его обуви. По каменистой местности босиком далеко не уйдешь. Наступала осень. Скоро закрылись бы все перевалы, ведущие из Балкарии в Сванетию, но юноша бежал и в третий раз. Хозяин шел за ним не спеша, по кровавому следу на первом снегу, зная, что теперь остался только путь, который на границе прерывался широкой расселиной над пропастью. Он уже почти догонял беглеца, ковылявшего по камням босиком, и тут юноша рванулся из последних сил, птицей перелетел через расселину и плашмя растянулся на скале по ту сторону. Балкарец подошел к пропасти, смерил глазами ширину расселины и покачал головой. Юноша тем временем очнулся и, оглядываясь, опасаясь выстрела, побрел по каменистой дороге. Но тут балкарец окликнул его: «Эй, погоди!» Юноша остановился, а балкарец снял свои чобуры, оставшись в шерстяных носках, и швырнул их через расселину. «Возьми, одень, а то помрешь или ноги отморозишь». Рассказ был слышен поэтом Магометом Мукаевым в Сванетии, в гостях у родичей. Смысл поступка балкарского уздения ясен. Он признал, что юноша по своему духу рабом не является, признал его равным, а равному следует помочь. В отличие от крепостных, батраки до 1866 года были из свободных, но обедневших уздений. Семья потеряла кормильца или стадо пало во время эпизоотии, родители были больны и так далее. Батрачество не считалось позором, поскольку являлось временным состоянием и подразумевало договор, работу по найму, честный труд. Конечно, род, если был в состоянии, старался не допустить и этого, помогая родичу быстро выбраться из нужды. А в данных изречениях подразумевается то сословный смысл термина «кул», то нарицательный. Подлинным, прирожденным кулом является тот, кто не может и не хочет жить своим умом и своим трудом. Низкий, угодливый, грубый. Ему нужен хозяин, которому он смог бы угождать и от которого получал бы указания и поощрения. Такой прирожденный холоп считает зависимость нормальным состоянием.
и если бы вдруг воссел на место князя, то первым делом обратил бы в рабыню свою мать. Не следует думать, что кулы представляли собой некую серую массу, сплошь состоящую из грубых, тупых или забитых людей. Как уже говорилось, они составляли около трети населения, жили своим трудом, имели оружие и верховых коней. Николай Гробовский писал в 1870 году о балкарцах: «В горах таких бедных семейств, которые не имели бы пары коров, быка, 10-20 баранов, почти нет». При освобождении от крепостного права они заплатили владельцам огромную сумму. Приведем конкретные цифры, в скобках количество голов, которое у них осталось. Приблизительно на 2700 крепостных в Балкарии приходилось лошадей 785. Осталось 343. Коров 6053. Осталось 2074. Овец 40258. Осталось 13814. Кроме того, у них забрали большую часть пахотных и покосных участков. В Карачае накануне реформы в 1850 году в среднем на один двор приходилось 79 голов скота. Гораздо хуже было, например, положение кабардинских крепостных, насчитывавших около 12 тысяч человек. Они имели до освобождения, в скобках после выкупа, 440 лошадей, после выкупа 335, 10 648 коров, после выкупа 6966, 5215 баранов, после выкупа 3214. Позже, в 1906 году, правительственная комиссия, по имени ее руководителя, называемая Абрамовская, отмечала, что по количеству скота карачаевцы имеют наиболее высокие экономические показатели среди всех народов Кавказа. Лошадей 33 756, крупного рогатого скота 175 027, мелкого рогатого скота 487 471. Это в несколько раз больше того поголовья, которое имелось во всей Карачаево-Черкесии 90 лет спустя. Такие состоятельные и трудолюбивые люди никак не могли быть забитыми или униженными. Заметим, что в насмешливых изречениях, созданных уздениями, говорится только о грубости и невоспитанности кулов, но не о других сословных пороках. Кулы, между прочим, не оставались в долгу, платя узденям той же монетой. Чваня с тем, что он уздень возносит себя до полярной звезды. «Өзден сөзі, өзден суынусын айландырыр». Уздень на словах и реку в долине вспять повернет и так далее. Есть и другие, гораздо более хлесткие выражения. Среди кулов наверняка было немало представителей того замечательного типа со всеми его достоинствами и недостатками, который выведен Сервантесом в бессмертном образе Санчо Пансы или Гашиком в образе солдата Швейка. В традиционном карачаево-балкарском обществе, где наибольшее влияние имели жреческо-воинские воззрения и нормы, кулы вместе с черными уздениями фактически исполняли роль каст-вайшья, собственников, буржуа, и шудра, рабочих. Слово «кул», возможно, происходит от «кул», угнанный. Параграф 15. Жербла жарча. Песня и певец. Жырбарна жолубар, имеющий песню, имеет и путь. Жырна жоло жюрекке, путь песни к сердцу. Жырна жолу тейреге, жыр жюрекне уятар, путь песни к тейре,
песня будет в сердце слушателя. Жырчы келсе жыр келер. Придет певец, придет и песня. Жырчы жырын унутмас, певец песню не забудет. Жырчыны сые тойда чыгар, певец в чести на пирах. Жырчы ат алып кетер, жыры канат керіп жетер. Певец уедет, получив коня, песня догонит его на крыльях. Жырчыға дүния эркин, для певца мир широк. Жырчыға тиген тейрені жау, обидчик певца враг тейрі. Жырчы қаны төгілмес, кровь певца не прольется. Эрні саны қырда қалыр, аты жаны жырда қалыр. Тело героя останется в степи, имя и душа его останутся в песне. Певец в традиционном карачаево-балкарском обществе был персоной важной. Именно он являлся человеком, ответственным за сохранение памяти о прошлых и настоящих событиях. И именно безымянным певцам мы обязаны не только появлением нардского эпоса, но и большого числа историко-героических песен, многие из которых, по сути дела, являются поэмами. К сожалению, сохранилось не более 7 десятков этих песен, от других остались только названия. Песнь о Геккиаттоеве, песнь об Остане, Акка и Киши и другие. Можно считать чудом, что карачаево-балкарский народ, несмотря на его трагическое прошлое, ныне обладает 7 большими томами поэзии, пусть пока и не изданными в таком виде, составляющими в совокупности, если можно так сказать, историю его души. Мифологическая поэзия, трудовые песни, детские потешки, считалки, колыбельные и так далее, героический эпос Нарты, Өзден одет, историко-героический эпос, а духовные стихи, поэмы на религиозные темы, народная лирика. Основное и непременное требование, которое предъявлялось к песне, помимо оригинальной мелодии и художественных достоинств текста, быть правдивой. Как и последующие сказители-певцы обязаны были ничего не менять в ней. Фактически отрицалось даже право на вымысел, пусть и красивый, глубокий или выразительный. Ему предпочиталась точность в передаче событий. Отсюда и другая особенность древних песен, как нардских, так и историко-героических, неукоснительное соблюдение последовательности хронологической и событийной. Карачаево-балкарская старинная песня непременно старается последовательно изложить весь ряд событий, включая и происходившие до рождения главного героя. За сочинение талантливой и правдивой песни автор получал в награду скакуна. Даже сейчас, когда хотят похвалить песню, иногда говорят «ат бағасы барды», она стоит коня. Певец входил в число фигур неприкосновенных, наряду с князем, святым, мудрецом, послом, народным вождем Бачама и главой Тюре. Согласно народным представлениям, их убийство предвещало большие беды. Параграф 16. Мидр, примиритель, миротворец. Жараштырган суаплы, талаштырган жуаплы. Примиряющий будет благословен, ссорящий будет в ответе. Қаулыны сөзі бичак, медірні сөзі менчак. Слово кровника – нож, слово примирителя – четкий. Медірлеге қайырылма, эл әдеттен айырылма. На примирителей не злись, народный обычай не отвергай. Айта білген суы тұр, айта білмеген қозы тұр. Умеющий говорить остудит,
не умеющий распалит. Мидір келсе сабырлық келір, ішін етсе мамырлық келір. С мидиром приходит спокойствие, исполнит долг, приходит мир. Ақылы келішмеген ачық сөзні дау сунар, терслігіне иілмеген мидірлені жау сунар. Несговорчивый человек прямую речь считает обвинением, не признающий свою вину в примирителях видит врагов. Терс ақылны арбазына мидір болып барма, не иди примирителем во двор самодура. Примирители, мидрле, не представляли собой отдельную группу людей. Это был обычно князь, к словам которого не прислушаться было трудно, или сельчане, пользующиеся доверием и уважением, умные, рассудительные, влиятельные. Во многом благодаря этому институту кровная вражда у карачаево-балкарцев уже в Средневековье сошла на нет. Даже в нардском эпосе вина за убийство не рассматривается как вина всего рода. Идеальный герой эпоса, могучий и бесстрашный Карашалай, вообще отказывается от мести за гибель своих сводных братьев от другой матери, поскольку виновниками вражды были они сами. Основной же причиной отмирания у карачаево-балкарцев кровной мести, неизбежного следствия родового строя, было раннее возникновение тюркских государств – Скифии, Гуннии, Хазарии, Великой Болгарии, Алании, Золотой Орды. Как известно, государство и родовой строй несовместимы. Но кровная месть продолжала существовать у карачаево-балкарцев в более легкой форме, то есть виновным признавался не весь род, а только сам убийца, с ним и следовало расправиться. Генрих Юлий фон Клапрот писал в 1808 году о карачаевцах: «Если кого-нибудь убьют, его родственники принимают все меры к отмщению за его кровь путем смерти убийцы, что, по их мнению, является единственным средством успокоить душу покойного и свою совесть». Иногда, однако, князь старается примирить обе стороны и приглашает всех родственников с одной и другой стороны, закалывают быка или овцу, которых и съедают, причем выпивают много пива. Дело заканчивается тогда обычно примирением. И далее. И если же убийство было совершено непреднамеренно, то хотя его и рассматривают как преступление, но примирение легче достигнуть, и оно почти всегда удается. Но дело не только в вендетте. Причин для вражды между людьми всегда было предостаточно. Стабилизации жизни общества, его сплоченности и служили примирители. Разумеется, к исполнению этой миссии они приступали после обращения одной из сторон, но могли и отказаться, если считали, что дело безнадежно. Примирение, достигнутое благодаря мидирам, считалось их большой заслугой, благодеянием. Не выслушать их, ссориться с ними, означало уронить свое достоинство в глазах народа, расценивалось как тупоумие и самодурство. Параграф 17. Молла, устаз, мулла, учитель. Молланы эткеніне қарамада, айтханына қара. Взирай не на дела муллы, а на его слова. Молла да білгенін айтады. Мулла тоже говорит то, что знает. Тыңғылауық тын бузар, жарты молла дин бузар. Покой нарушает молчун, религию разрушает мулла-полузнайка. Ақшы эфенді эльні аузына қаратыр. Хорошему молле весь аул в рот смотрит. Эфенді осалды деп намазыңа қойма. Из-за плохого муллы молитву не оставляй.
Эфенделе көп болсала, арада бусхам чыгар. Когда мол становится много, в их среде возникает ересь. Адамлығы болмағанны моллалығы түшкедер. Священство недостойного длится до обеда. Устазын сохта озар. Наставника превосходит ученик. Білейсең ашырма, білмейсең жашырма. Если знаешь, не выпроваживай, если не знаешь, не скрывай. Ақыллыға білдірсең, білімін чырақ етер, ақылсызға білдірсең, білімін бичақ етер. Научишь умного, он знание сделает светильником, научишь глупого, сделает его ножом. Адам үйретір, жашау түзетір. Человек научит, жизнь поправит. Особую прослойку составляли в традиционном карачаево-балкарском обществе представители духовенства, молла, эфенди, исполнявшие также и обязанности учителей. Трудно сказать, каков был социальный состав священников до реформы 1866 года, но позже среди них были выходцы из всех сословий. Статус священнослужителя высок и сейчас, несмотря на тяжкий период государственного атеизма, когда репрессировали многих выдающихся представителей духовенства, а те, кому пришлось нести их обязанности, не всегда соответствовали предъявляемым к ним требованиям, не зная арабского и не имея богословской подготовки. Ислам был принят карачаево-балкарцами относительно поздно, не ранее конца XVIII века, причем без насилия, но быстро и прочно укоренился в народном сознании. Почва для него была давно уже подготовлена древней прамонотеистической религией, тенгрианством и христианством, рано принятым тюрками-аланами из Византии. Исследователи, считающие, что ислам является только тонкой поверхностной пленкой над сохранившимися языческими верованиями, путают хорошую сохранность мифологии с приверженностью язычеству, но это совершенно разные вещи. Одежда священников, судя по фотографиям конца XIX века, продолжала оставаться такой же, как и у всех других. Чекмень, газари, папаха, пояс с подвешенным на нем кинжалом, рубаха с высоким воротом. Отличительным признаком был только сарых, намотанная на папаху полоса белой или зеленой ткани. Как уже говорилось, вера входит в число даров Бога, поэтому ей научиться нельзя, она или есть, или ее нет. Это убеждение настолько сильно сидит в народном сознании и настолько в характере типичного карачаева-балкарца, что не позволяет ему превратиться в фанатика, стремящегося навязать свои взгляды другому, как он и не думает, скажем, что можно научиться таланту или перенять его. В таких случаях обычно говорят «Аллах бермеген не териксе». Что поделать с тем, чего Бог не дал? Поэтому, если карачаево-балкарец верует, то спокойно и твердо. А если не верует, таковых очень мало, то также спокойно, не впадая в воинствующий атеизм. Есть и стоящие посередине, не знающие даже, веруют они или нет. Но редко кто из них в этом признается. Мулла пользовался в обществе почетом и уважением. Его слово было веским, в том случае, если он вел себя, как подобает священнослужителю, имел высокую мораль и знания. В противном случае к нему относились равнодушно, не ценили и не уважали, и даже открыто насмехались, ведь он же самозванец, его священство только притворство.
Но это не означало, что в аморализме муллы винили религию, от имени которой он выступал. Он не пророк, он только один из массы, и следовать нужно не тому, что он делает, а тому, что он говорит. Он отвечает за себя и свои поступки, как и каждый. Если же мулла был не очень знающим, но не нарушал правила морали, его извиняли. Способности у него нет, но ведь свои обязанности исполняет. Не всем дано быть святыми или мудрецами. Тюрки, как отмечал в одной из своих работ великий ученый Николай Трубецкой, не склонны к сектантству, как и к фанатизму. Это справедливо и в отношении карачаево-балкарцев. Причину возникновения ересей бусхам, вероятно, отбус, разрушать, нарушать, кодекс видит в соперничестве священников, когда их становится слишком много, их человеческое тщеславие, честолюбие, мирское, ставит сакральное, божественное на службу себе. Следует обратить внимание на последнее изречение. Придавая большое значение знанию, учению, призывая уважать учителей, кодекс, тем не менее, главным наставником считает саму жизнь, личный опыт. Знание, полученное из уст другого человека, неизбежно искажается. Один и тот же предмет в разных зеркалах отражается по-разному. Параграф 18. Шейх, святой. Шейх байлық излемес, святой богатство не ищет. Малыңы алып кетсе да, шайх адамға айып салма. Святому человеку не пеняй, даже если он уведет твой скот. Шейх мақтаудан узақ, святой от тщеславия далек. Шайхны қабыры нүр жанар, от могилы святого исходит сияние. Шайхны ашы намаз, пища святого молитвой. Шайхны айтханы керті, эткені түс, слова святого верны, дела праведны. Жалған шайх жалған айтыр, инанмасаң аман айтыр. Лжесвятой изречет ложь, не поверишь, изрыгнет ругань. Святой — это человек, живущий в двух мирах, здешнем и вышнем, горнем. Он уже слился духом с небесами. Если благородной личности все же нужны земные богатства, пусть он ими и не дорожит, если мудрец погружен в размышления и занят учением, то для святого это уже пройденные этапы. Он полностью свободен от всех привязанностей к земному. Ему не нужны ни власть, ни богатство, ни слава. Его пища чисто духовного свойства. О некоторых людях, признаваемых народом за святых, рассказывают, что они обходились стаканом молока в сутки или даже вовсе не принимали пищи, но выглядели здоровыми и сильными людьми. И только по этим признакам и по способности исцелять недуги можно отличить настоящих святых от тех, кто желает стяжать славу праведника. Святой обладает иной логикой, поскольку провидит будущее, и даже смысл его поступков становится ясен спустя долгое время. Остается только верить ему. Его помощь людям – милосердие. Слово «шейх», «шайх» считается арабизмом, но в арабском «шейх» означает вождя племени, общины или клана, а не святого. Поэтому, вероятно, это слово исконно тюркское и происходит от корня «сай», «шай», «шан», «сак», «шак» – избирать, почитать, доверять, избранник. Откуда и сила, святой, почитаемый, священный,
и другие. Параграф 19. Бачама. Вождь. Халк бачама халктан чыгар. Народный вождь является из народа. Эр бачама сау халкны бірге жияр, сер бачама сау халкны бетін жояр. Вождь-герой весь народ объединит, глупый вождь весь народ опозорит. Жиын башчы қарға болса, жиынын боққа елтір. Если глава дружины ворона, она приведет ее к навозной куче. Эліне жарсымаған бачамалық ет алмас. Кто не печалится о своем народе, быть его вождем не сможет. Эльге бачама керек, бачамаға эль керек. Народу нужен вождь, вождю нужен народ. Бачама халқын аяр. Вождь бережно относится к своему народу. Бачаманы сөзі төре. Слово вождя – закон. Не следует путать вождя бачама с князем, ханом, падишахом или другими правителями. Они могут быть какими угодно – добрыми, злыми, талантливыми, глупыми, умными и так далее. Вождем же народ называет только харизматическую личность, которая появляется в трудную, опасную, критическую для нации пору, личность, в которой воплощены многие лучшие черты народа, а главное – его устремление и воля. Обычных правителей народ рано или поздно забывает. Имена некоторых остаются в песнях, но вождей он помнит всегда, независимо от того, достигли они успеха в начатом деле или нет. Таковы, например, Карча, стремившийся объединить Балкарию и Карачай в единое княжество, XV век, и Сосуран Абаев, объединитель Балкарии, XVII-XVIII века. Оба по разным причинам потерпели неудачу, но остались в памяти народа как выдающиеся личности. Таков и великий воин Камгут Крым-Шамхалов, воспетый в народных легендах защитник родной земли. Таким же был и Джаттай Байрамуков. Подлинный вождь и народ нужны друг другу, ведь речь идет о жизни и судьбе. И только человек, который действительно печалится о народе, может стать ему вождем, и только его слова нужно воспринимать как закон. Вероятно, в истории не раз случалось, что народ обманывался в своих надеждах, вознося людей, которые качествами вождя не обладали. Замечательно, что итог их деятельности народ оценивает как свой позор, а не только позор вождя, не снимает ответственности с себя. Параграф 20. Ақылман. Мудрец. Ақыл была адамлық бірді. Разум и честь одно и то же. Қолы артықны қолы ортақ, ақылы артықны ақылы ортақ. Руки умельца и разум мудреца – общее достояние. Ақылманны айтқан сөзі игіліге аң қошар. Каждое слово мудреца достойным прибавляет понимание. Ақылман айтыр, эль қатлар. Мудрец скажет, народ повторит. Ақыл сөзні ақылман ештір. Мудрое слово расслышит мудрец. Ақылманны эсе қыбламан. Разум мудреца – компас. Ақыл бірді, иннет башқа, ум один, да помыслы разные. Ақылманны эсли озар. Мудрого превзойдет внимательный. Если святой является высшим воплощением нравственности, вождь политической воли народа, то мудрец – воплощением его разума. То есть
Он соединяет в себе ум и нравственность. Задача и счастье мудреца в том, чтобы понять суть происходящего или явления, сделать обобщение, открытие и так далее, и сообщить это людям. Но понять до конца слова мудрого может только тот, кому дано, другой мудрец. Однако и обычным людям оно прибавляет понимания, ясности, указывает направление. Поэтому народ и помнит их изречения, пусть и позабыл их имена. Этот кодекс полное тому свидетельство. Замечательно, что здесь подчеркнуто значение внимания. Только благодаря ему и возможно знание и сама мудрость. Внимательный замечает то, что происходит у всех на глазах, но чему никто не придает значения, и тогда открываются новые грани жизни, природы, человеческой души.